Одной из острых проблем нашей республики по-прежнему, к сожалению, остается проблема алкоголя и всего, что с ним связано. Это преступление, контрафакт, бутлегерство и многое другое. Какой эффект дает антиалкогольная политика властей Якутии и работа правоохранительных органов, выясняла наш корреспондент Сусанна Рожина. Несмотря на введенные ограничительные меры, в Якутске есть места, где люди без проблем могут днем и ночью приобретать алкогольную продукцию. Как к этому относятся сами жители города, мы сегодня с вами и попытаемся узнать. Все равно магазины есть, которые втихаря продают алкоголь. А по отношению к бутлегерам как? Кому? К бутлегерам, которые из-под полы продают, таксисты там. Ну, конечно, к нему отрицательное отношение. Свинья всегда грязь найдет. Абсолютно неэффективно. Почему? Потому что люди начинают делать собственный алкопродукт, и все. Шибко много стало подделку попадать. Меры, которые введены, очень мизерные. Надо огнем и мечом пройтись по этому делу. Многие люди не видят особых результатов антиалкогольной кампании, которая ведется в Якутии. Но так ли это на самом деле? Буквально недавно правоохранительными органами была изъята крупная партия контрафактной алкогольной продукции, более 7 тысяч ящиков, которая уже успела попасть на прилавки магазинов. Незамедлительно были проведены обысковые мероприятия. Это было проведено 26 мероприятий таких. Было задействовано всего 86 сотрудников. Задержана группа лиц, которая в целях извлечения личной выгоды организовала незаконный оборот алкогольной продукции. 23 апреля по данному факту следственной частью Межмуниципального управления МВД России Якутской было возбуждено уголовное дело. Было изъято 140 736 бутылок контрафактной алкогольной продукции. И, соответственно, проведено именно изъято было еще данной алкогольной продукции в 22 торговых точках. Работа по контролю за оборотом незаконной контрафактной алкогольной продукции и с так называемыми бутлегерами, которые появились как грибы после дождя, с введением ограничительных мер в республике полиция ведется на постоянной основе. И об этом свидетельствует не только сухая ведомственная статистика, но и признание людей, работающих на теневой стороне этого бизнеса. Штрафы. Сейчас, когда штрафы ввели, получается, с того года, то он совсем не положительно. Уже все боятся, многие бутлегеры не работают. Многих бутлегеров не стало вообще в городе. Номера попродавали, поуходили, позабоялись, не работает никто. Нормальных бутлегеров, скажем, таких как я, максимум 6 человек, это максимум. Каждый раз в месяц поступает предложение где-нибудь по дешевке купить алкоголь крупной партии. Мы постоянно отказываемся. То есть вы покупаете? Мы только покупаем именно в алкомаркетах города Якутска. Получается, что бутлегеры не совсем работают в тени. Они приобретают продукцию в тех же алкомаркетах, но продают уже со своей наценкой. Поэтому нельзя сказать, что законный бизнес страдает от теневого. Без разницы, какое будущее. Все равно в будущем мы хотим на легальный бизнес подаваться. Потому что зажмут, я так думаю, скоро нас полностью уже. Никого не останется. Но радует тот факт, что люди все-таки стали меньше пить, и статистика это подтверждает. Алкоголь был основной причиной смертности мужчин от внешних факторов. Так, если в 1995 году этот показатель был 2188, то по итогам 2018 года, по данным Сахастата, всего 949 случаев. Сокращение более чем в 2 раза. Отношение людей к алкоголю меняется. Уже нет повальной алкоголизации населения. Но откуда появляется контрафакт и кто его покупает и продает, мы попытаемся узнать в наших следующих сюжетах. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Владимир Павлов, Якутия. День за днем.